Стрельбашевском районе восстанавливают уникальный для республики Николо-Бондаревский храм. Он, как и многие, пострадал в советские годы, но пережил тяжелое время. Еще сохранились черты былого величия и красоты. Здание уникально тем, что совмещает в себе детали православных и католических храмов. Церквей в подобной стилистике в Башкортостане больше нет. Подробности далее. Впервые я храм увидела в книге. Посмотрела и подумала, вот там, где этот храм, поставить бы монастырь, был такой хороший монастырский храм. И я никогда в жизни не думала, что действительно придет время, и я буду именно в этом месте, о котором я подумала. Это одно из многих чудес, которые здесь случаются, считает матушка Евтропия. Николо-Бондаревский храм еще издалека приковывает к себе внимание. Специалисты сразу разглядят слияние архитектурных стилей. И так получилось, что восстанавливать церковь пригласили как раз такого человека. Я по специальности архитектор, это первое, что и у меня уже опыт восстановления, реставрации храмов. Здесь практически пришлось начинать с изменения ландшафта. Иначе и воды, и осыпи грунта было, и невозможно было толком не подъехать, ни машину поставить, ничего. И практически пришлось, буквально в смысле слова, переставлять горы с места на место, буквально, без преувеличения. Только на эту матушке Евтропии ушли годы, а изначально еще в нулевых храм передали мужскому Покрово-Инатскому монастырю. Его братья и начала работы. А 6 лет назад здесь было решено образовать Никольский женский скит, который в будущем должен стать уже женским монастырем. Храм начали строить еще в середине 19 века по заказу местного помещика Бондаревского, Поляка. А архитектор храма был немец. Я думаю, а немцы-католики. Вот, наверное, вот этот дух, вот он и сохраняет, забыл как-то такой симбиоз православной архитектуры, как говорится, и католической. Ну, есть, конечно, свои особенности. Такого храма второго нет. Вот в Башкирии такой храм, сказали нам, что есть где-то в районе Санкт-Петербурга. Там в архиве хранятся документы и чертежи, к которым уже не раз обращались. Советские годы сильно повлияли на храм. Здание использовали под хозяйственные нужды. Раньше в деревне Васильевка кипела жизнь, как и в соседних селах. Сейчас в округе жилых домов не осталось, но многие поколениями ждали возрождения храма. Это икона святителя Николая. Это главная икона нашего храма. Она была написана ко дню открытия, ко дню освящения престола, подарена в храм. Кто автор, кто дарил, мы не знаем. Но, очевидно, Бондаревский, тот, кто строит этот храм. Когда было разорено все везде, был разорен этот храм, одна из прихожанок, она эту икону сохранила. Ее потомки тоже прятали эту икону. И когда стал храм восстанавливаться, вот пришел мужской монастырь, она принесла эту икону. Икона сама заявила о себе, говорит матушка Евтропия, замироточила. С ней священнослужители отправлялись в крестный ход по республике. Икона и сейчас притягивают верующих. Марсель живет в Петербурге, но каждое лето проводит здесь. Помогает в восстановлении. Несколько лет назад, отдыхая в Башкортостане, случайно оказался в храме. Сейчас уже понимаю, что благодатью Дух Святой на меня сошел. Я просто в слезы подался, я не понимал, что такое происходит. Я не слышал никаких ни проповедей, ни сказаний об Иисусе Христе, о Троице, получается. Но я просто уже как-то поверил душой и сердцем. Жизнь ради себя, для себя, ради своего чрева, как-то для меня уже тяжело стало, бессмысленно получается. Я уже приезжаю сюда, потрудиться для Бога, ради Бога. Сейчас силами трудников, сестер и помощников на пожертвование идет строительство жилого корпуса, создается просветительский центр, засаживается сад. Храм расположен в красивейшем месте, которое нужно привести в порядок. Матушка Евтропия рассуждает уже как архитектор, продумывает каждую деталь, логично вписывая в ансамбль будущего женского монастыря. Лестница, которая будет снизу вести прямо к городу, это будет лестница Иакова, как бы вход в рай. В общем-то, задумано так, по горе снизу вверх, что она будет служить и как бы сценическая площадка. Здесь можно будет проводить какие-то мероприятия, фестивали и так далее. Очень много союзников, единомышленников у нас появилось, Бог послал. Ведь не человек строит храмы и монастыри создает, это Бог. Поэтому надо это понять, мы только инструменты в Божьих руках. Как песня поется, я кисточка в Божьих руках. И оставить свой след на этой картине может каждый. Необходимы и рабочие руки, и финансовая поддержка. Сестры будут рады любому участию в этом общем деле. На экранах указан номер карты, куда можно перевести пожертвования, и телефон, по которому можно связаться с матушкой Евтропией, внести свой вклад, чтобы через пару лет увидеть, как, объединившись, люди возродили это место. Анастасия Чебаева, Рустам Саитов, Алмаз Нуриддинов. Итоги недели.